Герой России, сотрудник компании «Алроса» Николай Евдокимов принял участие в открытии реабилитационного отделения для участников СВО в подмосковном городе Дубна. В новом отделении созданы лучшие условия для лечения и восстановления бойцов. Предусмотрены даже семейные палаты, где военнослужащие могут проводить время со своими родными. Вместе с Героем России в передовом медучреждении побывали наши коллеги из московского филиала. Особые слова благодарности Герою России из Якутии, специально приехавшим нам сегодня вместе с нами открыть это отделение. Почетная миссия запуска маяка Победы в Наукограде Дубна вместе с Вероникой Скворцовой, главой Федерального медико-биологического агентства, поручена Герою России, гвардии-ефрейтору Николаю Евдокимову. На старт, внимание, марш! Снайпер группы специального назначения после возвращения из Украины проходил лечение в санатории Бесчегда. Там врачи очень хорошие, там кандидаты наук. Я там сам лечился, приехал с СВО, был 59 килограмм. Просто за 1,5 месяца поставили на ноги, вылечили. В медико-санитарной части номер 9 ФМБА России открыли 3 новых высокотехнологичных подразделения. Отделение медико-психологической реабилитации участников СВО, кардиологическое и неврологическое модули. Гостям клиники провели экскурсию по свежеотремонтированным этажам. Показали все самое передовое – приемный покой, кабинет компьютерной томографии, круглосуточные операционные и образцовый пример пациентоцентричности профессиональной команды медиков. За 2 года с момента открытия рентгено-эндоваскулярной операционной нашей ангиографической службы существенно улучшилась ситуация с сосудистым здоровьем людей. Вот за один прошлый год снижение смертности от сосудистых заболеваний более чем на 10% достигнуто. Минимальная летальность. Выполнено уже более 4000 вмешательств, различных операций, диагностик. Сейчас на данный момент в сосудистом центре мы выполняем замкнутый цикл лечения пациента. В отделении реабилитации участников специальной военной операции предусмотрена семейная палата, где военнослужащие могут проходить лечение вместе со своими близкими. Для пациентов, получивших тяжелые травмы, на месте будут оказывать все виды медицинской и социальной помощи, в том числе и протезирование. А работники социальной службы окажут содействие в решении вопросов по социальным выплатам и пенсиям. Подобная практика будет растиражирована на все реабилитационные центры нашей страны. В области реабилитации примерно такое же мы создали у нас на базе санатория Бесчегда. И, конечно, хотели бы сотрудничать. Абсолютно уверен, что это будет полезно, особенно нам. В новых отделениях будут работать мультидисциплинарные команды медиков, когда вокруг одного заболевшего человека формируются целые команды специалистов, которые по единому плану помогают пациенту выздороветь. Туяра Константинова, Виктор Олесов, Москва.